Состоялась 40-я внеочередная сессия Якутской городской думы. Депутаты обсудили и приняли 3 вопроса. В сессии приняли участие руководство Якутской городской думы, руководство и представители структурных подразделений администрации города, прокуратуры и контрольно-счетной палаты Якутска. Во время сессии депутатами было утверждено внесение изменений в нормативно-правовой акт номер 169 НПА «Правила землепользования и застройки городского округа город Якутск». Изменения связаны с реализацией проекта под размещение объекта федерального значения Северо-Восточного федерального университета имени Максима Амосова учебно-лабораторный корпус с виварием медицинского института, который располагается в 68-м квартале столицы. Этот вопрос в большей степени касался земельного участка под строительство лаборатории Северо-Восточного федерального университета. Соответственно, мы в срочном порядке должны были рассмотреть этот вопрос, так как задерживалось федеральное финансирование. Принятие данного проекта не повлечет за собой расходов бюджета городского округа город Якутск, отметил главный архитектор города Семен Сергеев. Для приведения в соответствие с законодательством депутатами было принято решение признать утратившим силу нормативно-правовой акт номер 278 НПА об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Якутск. В дальнейшем это будет уже распоряжение исполнительной ветви власти. Они уже сами, исходя из того, что мы на прошлой сессии рассматривали данный вопрос, по рекомендациям наших коллег, депутатов Якутской городской думы, был проведен депутатский час, где очень тщательно был рассмотрен этот вопрос. Депутаты очень много вопросов задавали в части парковочных мест, нехватки их в центре города. Также остро ставились вопросы озеленения, благоустройства. И, соответственно, все эти вопросы, которые поднимались нашими коллегами, они войдут в это постановление. Кроме того, на сессии был рассмотрен вопрос о назначении аудитора контрольно-счетной палаты города Якутска. По итогам голосования утверждена кандидатура Неустроева Германа Робертовича. Прошло выездное совещание с участием председателя Якутской городской думы Альберта Семенова, где были проверены работы по капремонту и ремонту дорог городского округа, которые проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Городские депутаты регулярно проводят проверки строительства дорог в столице. И сейчас в выездном совещании приняли участие депутаты Якутской городской думы с представителями Министерства транспорта Якутии, МКУ «Главстрой», Северо-Восточного федерального университета имени Максима Амосова, а также подрядных организаций. Так, у нас только восстановление, насколько я понимаю, да, по случаю новых опор? Нет. Ничего такого не предусмотрено. Освоение финансовых средств. Вообще, если говорить в целом об освоении, на сегодняшний день порядка 58% у нас кассовое исполнение по всем источникам. Да. У нас, вы знаете, федеральные, республиканские и местные бюджеты. Мы... Поровну или как-то... Нет, конечно, абсолютно разные у нас финансирование. В целом сегодня 58%. При 82,5% готовности, грубо говоря, верхних слоев. Сегодня по 28 улицам, там, где у нас ЕКАТ составляет 34,6 километра, мы находимся на 82,5% завершенной поверхности. Тем самым я считаю, что систему ОТАО дает такие сегодня данные результаты на сегодня соответствуют фактическому исполнению. Это система сперва выполнения, потом оплата. Конечно. Сначала выполнение, приемка, исполнительная документация, затем, конечно, спектр выполненных работ, конечно. В соответствии с кассовым планом, мы с Министерством транспорта абсолютно в этой пропорции всегда четко соблюдаем график финансирования. В ходе объезда были осмотрены работы по ремонту улиц Федора Попова и переулка Энергетиков на участке от улицы Богдана Чижика до улицы Кальвица. Отрабатывали вынос переустройства сетей водоснабжения. Также у нас была переустройство кабельной линии. Улица она такая узкая, но очень оживленная инженерными коммуникациями. Эти все работы выполнены за летний период, и за оставшийся период мы выполнили работы по благоустройству и по обустройству. Дополнительные автобусные остановки добавлены,
Ну и вот по освещению у нас, получается, некоторые участки были восстановлены. Ну, здесь я вижу уклон хороший, да? А там, получается, в ту сторону, да, направо уклон, да? У нас? Здесь односкатная, а там двускатная. А, двускатная, да? Здесь такая. Ну, здесь, по идее, дорога, как бы, ну, более-менее за счет того, что, естественно, да, повыше стоит, да? Да. Да. Ну, эта улица у нас была, в общем-то, все лето практически перекопана. Перекрыта. Депутаты проверили ход капитального ремонта улицы Якутска на участке от улицы Бестужева-Марлинского до Первой колонии, на участке от улицы Петра Алексеева до улицы Жарницкого, на участке от улицы 50 лет Советской армии до улицы Очиченко, улицу Труда и улицы вдоль озера Щорса. Депутаты отметили, что транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог в городе улучшилось. Ремонт стал более качественным и проводится в установленные сроки. Сколько сметная стоимость здесь? 68. Да. Здесь вы тоже, если наблюдали, Сергей, провели большой объем по замене грунта. Здесь да, все время конечно. видели вроде пучинистые грунты, все время. Ну тут же всегда вот да, так вот было, такое, да. поэтому не хватало здесь и системы водоотведения. В общем, эту улицу постарались, конечно, в полной мере тоже охватить. Видите, новые опоры освещения, новые светильники. Все в этом году мы здесь это. Да, жители говорили о том, что не хватает у них тротуаров. Потом по ограждению здесь они будут. По тротуарам даже уже люди ездят, видите. Ну, это совмещенная велодорожка. Да, тут велодорожка. Ага. В рамках объезда дорог проверены объемы выполненных работ, обсуждены замечания, которые возникли в процессе работы и пути их устранения, рабочие вопросы, связанные с ремонтом дорог. Естественно, с Министерством транспорта планируем, допустим, вот в настоящее время, на 23-25 год. Понимает, опять же, бюджетную пропорцию, где нам говорят, значит, 500, мы ни в один год не можем попасть, чтобы, как вот, Юрий Ильич, вы говорите, ну, приоритетные какие-то получше объекты захватить и сделать их там. Мы не лучше, а которые нужнее горожанам, где горожане больше ездят, больше ходят. А здесь же у нас окраина города получается, да? Или может быть другая окраина, где поток больше имеется в виду? Обращение заявок, карту дорог ОНР и текущее состояние. Вот и все. И еще один немаловажный финансовое обеспечение. Вот когда мы собираем, допустим, из этих всех перечень дорог, мы начинаем их просчитывать. Мы начинаем выходить на, естественно, ценовые показатели. А почему нельзя вот тех же жителей, как вот выгодоприобретатели, туда в эти критерии учить? Но смотрите, ГОСТы не разделяют выгодоприобретателей. ГОСТы устанавливают, что если есть застройка, с двух сторон должна быть инфраструктура, благоустройство, тротуары и так далее. Вот вы проехались по улице Бабушкина, с двух сторон идет индивидуальная жилая застройка. Требования ГОСТов, они гласят, что в пределах застройки должно быть тротуар с двух сторон. Мы согласовываем проектную документацию с несколькими структурными подразделениями, в том числе госавтоинспекцией. Вы прекрасно знаете, что в адрес окружной администрации поступило 60 заявлений. Более там 400 километров дорог, и все вот эти вот улицы, они в ненормативном состоянии. Ну, понятно, да. Это все хорошо. Сейчас, да, Я говорю о первоочередности. Улицы, они у нас все включены, по этим ключевым исключения тротуарные и дорожные. Но эти улицы, они предусматривают более такого капиталоемкого мероприятия. Например, улица Дзержинского, она включена, но требует также подход к инженерной инфраструктуре. Представители МКУ главстрой обратились к депутатам за содействием в разработке регламента, который бы регулировал границы отвода земли при ремонте съездов, в утверждении документа о заключении соглашения с ресурсоснабжающими организациями в части восстановления ими дорог после ремонта и несения гарантийных обязательств, а также в подписании соглашения с Северо-Восточным федеральным университетом, в частности лабораторного мониторинга, научного сопровождения и контроля за реализацией нацпроекта. Хотелось бы тоже выразить огромную благодарность и в том числе и Гуддорстрою, то, что наше муниципальное предприятие, акционерное общество, занимается ремонтом капитальных дорог. Я хочу пожелать удачи и, наверное, вот все те вопросы, которые были озвучены, в том числе и по уборке, да, вот, чтобы своевременно вывозили, потому что существует определенный такой информационно-негативный фон, порой бывает,
о том, что жители жалуются, что дорогу сделали, все отремонтировали, но все покидали, все оставили. Арматуру, куски асфальта, чтобы, надеемся, что наше предприятие Якутдорстрой будет таким примером, скажем так. И хочется пожелать удачи, наверное, своевременное выполнение работ с надлежащим качеством и в установленные сроки. Конечно же, наших избирателей очень волнуют сроки окончания работ. По срокам известно, работы должны быть, ремонтные работы дорог должны закончиться до 31 октября этого года. Сейчас мы проверили, проконтролировали ход проведения этих работ. Можно сказать, работа кипит, буквально у нас остается там чуть больше месяца. Я думаю, что подрядчики должны все справиться, и, соответственно, мы получим новые дороги. В ходе обсуждений депутаты отметили необходимость согласования и реализации проекта комплексного развития транспортной инфраструктуры и рассмотрения изменений в предстоящем принятии бюджета городского округа город Якутск.